Крым неоднократно оказывался в центре внимания общественности после заявлений депутатов от президентской партии «Слуга народа». В начале года народный депутат Юрий Аристов рассказал Радио Свобода об идее продавать воду в Крым. Позже его коллега по партии Давид Арахамия также высказывался о поставке воды на полуостров. Их однопартиец, экс-глава парламентского комитета по вопросам внешней политики Богдан Еременко заявлял, что партия «Слуга народа» никогда не откажется от всевозможных попыток и способов возвращения Крыма. Почему в партии «Слуга народа» нет консолидированной позиции в отношении аннексированного Крыма? Будет ли в этом созыве вынесен на обсуждение в парламент вопрос крымско-татарской национальной территориальной автономии? Какой видят информационную политику в отношении Крыма украинские депутаты и что происходит внутри самой парламентской фракции? Все эти вопросы мы обсудим с нашей гостью нашего эфира. Сегодня с нами по скайпу народный депутат Украины от фракции «Слуга народа», крымчанка, переселенка Лиза Богуцкая. Добрый вечер, Лиза. Добрый вечер. И перед тем, как начать наш эфир и наш разговор, хотелось отметить, что небольшую такую информацию про вас, что после 2010 года Лиза стала известна в Крыму как общественная активистка и блогер. В 2014 году, когда началась оккупация Крыма России, заняла проукраинскую позицию, носила одежду в цветах украинского флага, украшала автомобиль украинским орнаментом, включала в свой авто на полную громкость гимн Украины, когда ездила по Крыму, и в сентябре 2014 года была задержана и допрошена сотрудниками ФСБ России. Сотрудники спецслужбы обыскали ее дом в Симферополе 8 сентября 2014 года, искали наркотики, оружие и исламскую литературу. Лизу Богуцкую обвинили в том, что и 3 мая 2014 года она встречала лидера крымских татар Мустафу Джемилева на админгранице между Крымом и Херсонской областью. После обыска в доме вскоре она выехала из Крыма в Киев. Все правильно, Лиза? Ну, в общих чертах, да. Правильно. И начнем тогда с Крыма, с темы Крыма. Вы почти 6 лет уже живете в Киеве. Часто вспоминаете про Крым? Очень часто. А что чувствуете? Уже 6 лет, получается, вы не были в Крыму. Ой, вы знаете, боль чувствую. Это психотравма. Это большая психотравма. А что думаете сейчас? Вот насколько Крым изменился за период российской аннексии, да, за период того, как Россия аннексировала Крым? Ну, я не знаю, что изменилось. Я же не была в Крыму 6 лет, поэтому я не знаю, что там, какие изменения там произошли. Я могу судить только по тому, что мне рассказывают мои друзья, которые тоже имеют проукраинскую позицию. Ну, естественно, крымчанам виднее. Я могу что-то сейчас сказать и, естественно, не попасть в точку, поскольку у меня нет личных впечатлений, а я основываюсь только на рассказах других людей. Но я вам скажу так, что у меня каждый год боль только заостряется. И вот я сегодня написала последний пост в связи с вот этим великим праздником, Днем Победы над немецко-фашистскими захватчиками. Написала о своих родителях, написала такую краткую свою историю о том, как в Крыму мы каждый год этот день отмечали, и отмечали даже тогда, когда уже не стало моих родителей. И теперь я не могу к ним поехать даже на могилу, и это очень больно, понимаете? Очень больно это для всех людей, которые прожили большую часть своей жизни в Крыму, и им пришлось в очень короткий период времени выехать, и многим навсегда. Это очень тяжело пережить на самом деле. Вот для многих это оказалось самой большой психотравмой в жизни. Лиза, вы одна из тех, кто 3 марта в Симферополе, в Каменке, где компактно проживают крымские татары, принимали участие в акции «За мир» против российского вторжения в Крым. Вы помните тот день? Помню, конечно. Я помню все дни, когда были такие достаточно крупные акции, и
вчера у нас здесь был по скайпу была, значит, такая видеоконференция по поводу, значит, децентрализации и регионального развития Крыма в дальнейшем. И я как раз вспомнила о том, что практически все акции, которые были сразу после вторжения российских захватчиков в Крым, это были практически все крымско-татарские акции, инициированные Меджлисом крымско-татарского народа. Конечно, я помню все акции, я на всех была. Раз вы затронули децентрализацию, вчера у вас был видеоконференция. Расскажите тогда о децентрализации. Ну, вы знаете, что сейчас в Украине проходит реформа, децентрализация, новое деление Украины будет, новые районы создаются, громады создаются. И сначала было достаточно, ну, скажем, с большой улыбкой многие отнеслись к тому, что мы подходим теперь к вопросу Крыма, к вопросу нового регионального деления Крыма. Ну, это то же самое, что провести децентрализацию на Луне в современных условиях. Но потом мы подошли к этому вопросу следующим образом. Это политический вопрос. И проведя реформу децентрализации в Украине, не затронув Крым, мы политически от него как будто отказываемся. Поэтому мы решили взять в рассмотрение этот вопрос и отнестись достаточно серьезно к нему, потому что деоккупация все равно будет. И после деоккупации мы уже вернемся, скажем, в новые крымские реалии. И также будет создана рабочая группа, да, по децентрализации? Да, я попросила, чтобы меня вписали в рабочую группу. Рифат Чубаров будет в рабочей группе, Ахтем Чайгос, Наталья Лютикова. Ну, будет достаточно много людей. И тех, которые выехали с Крыма, проукраински настроенные граждане Украины, украинцы, и такие же граждане Украины, проукраински настроенные крымские татары, и даже те, которые имеют иную национальность, но они очень, скажем, глубоко и очень болезненно переживают все, что происходит в Крыму, они тоже будут принимать участие, поскольку у них первично вот эта любовь к Крыму, они не могут, скажем, отказаться от этой территории и хотят принять участие в рабочей группе. Мы также будем наблюдать, журналисты Радио Крым Реалии, о работе децентрализации. И продолжая тему, вы единственная в фракции «Слуга народа» крымчанка. И можем сказать, что вы единственный представитель Крыма в монобольшинстве. Ну, крымчанка я не одна. Вот как раз-таки Виталик Безгин, наш руководитель комитета регионального развития, который занимается реформой децентрализации, он тоже крымчанин. Но именно крымчанка, которая покинула Крым в связи с аннексией Крыма, да, наверное, я одна. Но вам ближе тема Крыма, потому что вы видели, как происходила оккупация в Крыму, и видели и военную технику, поэтому я думаю, что вам ближе тема Крыма. И так как вы еще находитесь и в фракции монобольшинства, какое место в вашей фракции занимает Крым? Ну, вы знаете, вот здесь печально все, поскольку я бы не сказала, что какая-то другая тема занимает большее место, чем тема Крыма. Просто очень много тем, они идут калейдоскопом, но о Крыме мы иногда вспоминаем. Мы говорили глубоко и серьезно, мы говорили о Крыме перед фактически парламентскими выборами. Мы говорили о том, что нужно будет менять статус Крыма на национально-территориальную автономию. Мы говорили о воде, о том, что вы с самого начала затронули эту тему, о том, что некоторые наши депутаты говорили о том, что нужно подать таки воду в Крым, и обосновывали это тем, что в Крыму живут наши украинские граждане. Но дело в том, что тема воды была воспринята вообще очень неоднозначно в нашей фракции.
она практически разделилась пополам по поводу подачи воды в Крым. Но были, да, те люди, которые утверждали, что это необходимо, но, по-моему, это те люди, для которых вообще тема аннексии чужая тема. Понимаете? Дело в том, что у нас же фракция это не, скажем, не фракция Батьківщина или ОПЗЖ, или даже ЕС, там, где есть, ну, пускай там хромая, но какая-то идеология существует, да, вот чего-то они придерживаются, какой-то такой конкретной темы. А у нас, наша фракция, вот недавно Сергей Гайдай, политконсультант, он очень хорошо охарактеризовал. Он сказал, мне, говорит, напоминает очень фракция «Слуги народа». Это такой коллектив присутствующих у Савика Шустера на его передаче «Шустер Лайф», когда сидят люди в зале, и он говорит, у нас здесь собраны люди со всей Украины, разных политических взглядов. Ну, то есть вот такой клуб по интересам собрался. То есть у нас в нашей фракции, к сожалению, к большому присутствует огромное количество, ну не огромное, конечно, да, меньшее, но тем не менее большое количество людей, которые имеют, например, со мной абсолютно противоположные идеологические взгляды. Они скорее имеют больше общего с Медведчуком, с ОПЗЖ, имеют пророссийские настроения. Есть, наоборот, те, которые имеют радикально проукраинские настроения. И, скажем, со многими вопросами, в которых я бы настаивала, вот, скажем, по части национально-территориальной автономии, и вот те, кто имеет радикально проукраинские взгляды, они в этом вопросе, кстати говоря, очень солидарны с теми, кто имеет пророссийские взгляды. Они считают, что Крым должен вернуться в Украину только как обычная украинская область, без всякой автономии, тем более без национально-территориальной. Поэтому сложно сказать, что наша фракция имеет конкретное что-то, конкретную идею по Крыму. Ее как таковой нет конкретной. Скорее есть личное мнение каждого депутата. У нас сформирована сейчас такая демократическая платформа в нашей фракции, которая поддерживает эту идею, поддерживает курс национально-территориальной автономии, деоккупации Крыма и поддерживает идею ни в коем случае не подачи воды в Крым до деоккупации Крыма, усиления санкций, значит, относительно России за аннексию Крыма. Ну, то есть вот они так достаточно радикально настроены. В этом отношении нас поддерживает президент. Он вместе с нами имеет по Крыму совершенно конкретную точку зрения, что должна быть деоккупация, а после деоккупации мы включим воду. То есть обмен такой, деоккупация на воду, вполне можем на это согласиться. Лиза, у нас есть телефонный звонок из Москвы. Давайте послушаем вопрос. Добрый вечер, представляйтесь и задавайте вопрос. Добрый вечер, уважаемые ведущие, уважаемые гости, все слушатели радио «Кремляне» на 648 килогерц. Я очень близко нахожусь к нашей власти, и я просто хочу спросить уважаемую гостью, насколько вот понимают там, с кем они имеют дело, потому что вот то, что я слышал, и по вопросам Крыма, и по Донбассу, что много очень ошибок вы, ребята, делаете. Вот то, что там совет, вот этот еще что-то. С нашими негодяями ни о чем, поверьте, это я вам вот ответственно говорю, поверьте, с нашими негодяями ни о чем вы не договоритесь. У наших негодяев только одна идея фикс, чтобы вас не было, чтобы вы были как территория. Ну вот как сейчас бедный Донбасс или Крым, в котором тоже ничего хорошего не будет, несмотря на то, что наши негодяи его считают российским. Вот насколько там это и Зеленский понимает, и тот же самый Ермак, который я слушал, у меня просто волосы дыбом не встают, потому что я в Украине сочувствую, я Украину люблю. Ну, вот насколько вы все там в сознании, как говорится, потому что, поверьте, ни о чем, у вас только должна быть одна линия, что Украина прежде всего, и только вот когда наши оккупанты уйдут, только после этого можно что-то делать. А Крым реалии и Донбасс реалии, как всегда, вам удачи, ребят.
очень правильное дело делаете. И доносите ту информацию, которая у нас практически не говорится. Спасибо вам огромное, Елизавета. Ну, замечательный человек, что я могу сказать, конечно. Очень приятно слышать, когда в Москве есть такая точка зрения, совершенно разумная и абсолютно цивилизованная. Действительно, с Кремлем разговаривать о чем-то бесполезно. Там извращенное мышление, там позиция, что правы только мы, что Россия нигде не заканчивается, у России нет границ, и зачем нам мир, если в мире нет России. То есть вот приблизительно эти постулаты Путина, абсолютно безумные, конечно, поэтому я абсолютно поддерживаю эту точку зрения, что разговаривать с Кремлем по поводу каких-то уступок бессмысленно. Вот поэтому я и говорю о том, что у нас с президентом есть конкретная точка зрения относительно Крыма, деоккупация. После этого, после того, как Россия выводит свои войска, выводит свою всю оккупантскую администрацию из Крыма, только после того, как восстанавливаются наши украинские границы, подается вода, и мы тогда туда заходим, в новую территориально-административную единицу, и тогда мы начинаем уже там жить так, как, ну, не получится, конечно, жить так, как мы жили до аннексии, поскольку очень много сейчас в этот период изменилось, и больше еще изменится. Но я совершенно согласна, я поняла так, что вот этот товарищ, который сейчас включился, он имел в виду не только Крым, а он имел в виду вот этот самый консультативный совет, который должен был оговариваться в условиях Минских соглашений, где глава офиса президента Андрей Ермак поставил свою подпись, где решался вопрос относительно того, что будет создан этот консультативный совет с гражданским обществом Донбасса, но с оккупированным Донбассом, я имею в виду. Но дело в том, что здесь нужно понимать, что на этом документе поставили подписи не просто какие-то граждане, а поставили подписи представители такой же оккупантской власти, оккупантской администрации в Донбассе, представители Министерств иностранных дел, в кавычках ЛНР и также в кавычках ДНР. То есть, естественно, что если они будут формировать эти списки, мы понимаем, что ни о каком гражданском обществе там речи нет. И вообще, что гражданского общества сейчас как такового там нет, поскольку это общество все контролируемо, и это общество сейчас находится в таком репрессивном унынии. Я напоминаю нашим слушателям, что они могут присоединиться к нам в эфир по телефону. Бесплатный номер для звонков из Крыма 8 800 10 06 926 и номер телефона для жителей материковой Украины 044 490 2905. Услышимся через несколько секунд. Оставайтесь на радио Крым Реали. Команда «Радио Крым Реалии» серьезная, веселая, оперативная, дружная, любопытная. Утром и вечером мы вместе с вами. А я напоминаю нашим зрителям, у нас в эфире гость от фракции «Слуга народа» Лиза Богуцкая. Лиза, если уже говоря о теме Крыма, мы наблюдаем, что не так уж много времени и фракция уделяет вопросу Крыма. Тогда у крымчан может сложиться впечатление, что вы отдалились от Крыма. Крым не оказался таким вот родным и нужным, как это было в 2014 году, потому как мы наблюдали и видели вашу проукраинскую позицию, да, во время аннексии Крыма. Смотрите, дело в том, что вот в этом году, 18 марта, исполнилась уже там 6-я годовщина аннексии Крыма и присоединения официального присоединения Путиным Крыма к Российской Федерации. Ну, я хотела выйти к трибуне Верховной Рады, к трибуне парламента, взять слово
сказать об этой дате и рассказать приблизительно историю того, что было, и, скажем, простимулировать некоторые вопросы, которые касаются Крыма, к которым мы никак не можем подойти и, скажем, подойти к обсуждению этих вопросов. Но оказалось, что, значит, тема коронавируса была важнее. От нашей фракции один представитель выступает возле трибуны, и это время было отдано нашему главе медицинского комитета здравоохранения Михаилу Радуцкому, поскольку это был тоже действительно очень важный, очень серьезный вопрос по поводу, значит, коронавирусной инфекции. Тем не менее, после этого, значит, было сделано заявление Ахтемом Чийгозом от фракции ЕС, и наша фракция, она абсолютно полностью стоя поддержала выступление Ахтема Чийгоза. То есть она тем самым показала, что мы полностью солидарны с этим выступлением. Понятное дело, что те наши члены фракции, которые имеют другую позицию, они все равно встали, поскольку, ну, это вопрос очень деликатный, и при нем не встать, не проаплодировать то эмоциональное выступление, которое было от Ахтема Чийгоза, ну, я думаю, что это было бы, ну, скажем, плевок в тех крымчан, которые пострадали от агрессии Российской Федерации. А были ли такие вот, скажем так, со стороны фракции? Например, вы хотите выступить, да, ну, касательно того же референдума незаконного, касательно заявлений по поводу крымских политзаключенных, да, поддержать их. Были ли такие с вашей стороны инициативы, а вот со стороны фракции все-таки, знаете, не допустить вас к трибуне, либо вот заявление со стороны фракции в отношении Крыма? Нет, ну, такого, чтобы меня специально не пустить, никогда не было. То есть я же говорю, что у нас есть достаточно большая группа, причем очень влиятельная группа в нашей фракции. То есть если бы, скажем, если бы это было бы крайне необходимо вот сейчас, и если бы это не совпало с каким-то просто более важным, каким-то вот на сегодняшний день кричащим каким-то событием, то, ну, вот, допустим, как вот тогда было 18 числа, но заходить 19 и делать заявление о вчерашнем дне, ну, уже бессмысленно, здесь же дорога ложка к обеду, понятно. Поэтому нет, такого не бывает, чтобы, если у меня есть очень важное какое-то заявление по Крыму, и я должна сделать это заявление, и я не могу выйти, потому что кто-то во фракции против. Нет, такого нет. У нас такого нет. А все ли вас устраивает во фракции? Ну, вопрос, конечно, сложный. Я думаю, что в любой фракции всех не устраивает все. В любой фракции есть что-то, что не устраивает. Вот. И у меня, естественно, тоже есть какие-то вопросы к нашей фракции. Я просто, понимаете, Эльвина, я просто очень командный игрок. Пока я блогер, пока я независимый человек, я могу говорить все, что угодно. Когда я нахожусь внутри команды, я могу быть не согласна с очень многими вопросами, но я не могу их выносить на публику с критикой, поскольку даже если меня разрывает изнутри какая-то несправедливость внутренняя, я не могу. Ну, есть у нас там, скажем, некоторые такие персонажи, как Александр Дубинский, который говорит все, что думает, причем такой абсентной лексикой и о фракции, и о депутатах, и о президенте, и об офисе президента. Я так не могу. Я все-таки считаю, что если я хочу говорить все, что я хочу говорить, значит, нужно тогда выходить из фракции и говорить все, что я хочу говорить. Иначе, ну, тогда... Для меня есть вопросы морали в любом случае, они для меня первичны. Конечно, с точки зрения, все ли меня там устраивает, естественно, нет. Естественно, есть масса депутатов, с которыми я по очень радикальным и очень для меня важным вопросам абсолютно не согласна. Меня злят некоторые их доводы, некоторые их выступления. Меня раздражают некоторые вещи, которые, скажем, они обсуждают, а я считаю, что вот то обсуждение не важно, важно другое. А что конкретно?
Ну, я говорю вот о тех людях, которые имеют пророссийские взгляды, и мне иногда кажется, что их в нашу фракцию завел Виктор Медведчук. Каким образом, я не знаю, но, тем не менее, это те люди, которые декларируют те вещи, которым абсолютно уверенно, убежденно и с радостью аплодирует именно фракция ОПЗЖ. То есть мне эти вопросы непонятны. У меня каждый раз возникает вопрос, как эти люди попали в эту фракцию. Почему они здесь находятся, допустим, а не у Медведчука? Ну, то есть есть такие вопросы. Есть вопросы, естественно, и к другой линии. Идеологически партия выбрала направление центризма. Ну вот, видимо, они считают, что если собрать людей совершенно разной идеологической направленности, то мы вот соберем таким образом Украину. Я думаю, что это неправильно, поскольку всегда будут возникать вопросы претензий именно идеологических споров, идеологического характера. Поэтому мне кажется, что ну, вот такая позиция идеологии, она первична. Ну, первична в любом случае. Если мы идем чего-то добиваться, у нас должна быть абсолютно приблизительно понятная для всех позиция, с которой мы идем. Но не должно быть такой разницы в мышлении у депутатов одной фракции. А я напоминаю нашим зрителям и нашим слушателям, что те фамилии, которые произносятся в нашем эфире, вы можете нам позвонить и высказать свою точку зрения, именно те спикеры, которых упоминаются в нашем эфире. Говоря о, насколько депутаты фракции «Слуга народа» воспринимают тему, мы понимали и тему воды, есть, да, мнение такое, что и не мнение, и заявление, и того же Арахамия, который выразил личное мнение, что стоит давать воду в Крым в обмен на мир на Донбассе. Потом было, если помните, и заявление премьер-министра Дениса Шмыгаля, что тоже делал неоднозначное такое заявление. Получается, нет ли такого впечатления у вас, что некоторые депутаты вашей фракции все-таки против деоккупации Крыма, Лиза? Нет, я думаю, что они не против деоккупации, но они против крымско-татарской национально-территориальной автономии, это точно. Ну, я не буду называть фамилии, я не хочу, потому что вы сразу же говорите, что если будут названы фамилии, люди могут звонить. Мне не хочется, чтобы наш диалог сейчас превратился в выяснение отношений и так далее, поэтому я просто скажу, что есть такие депутаты. И я думаю, что эти депутаты сами себя покажут в эфирах. Когда в эфирах будут подниматься вопросы Крыма, они сами себя проявят. В основном это я говорю о тех депутатах, которые с особой легкостью и, скажем, с особым рвением ходят на эфиры, не пропуская практически ни одного и стараясь побывать на всех и стараясь показаться, ну, абсолютно умными, такими, скажем, целеустремленными, правильными и так далее. То есть это вот те люди, ну, когда вас зайдут вопросы, скажем, Крыма, только, ну, наверное, не нужно задавать вопрос, чей Крым, потому что, ну, сам вопрос по себе уже как бы он устарел, и я считаю, что это глупый вопрос, потому что каждый из них ответит, конечно же, что Крым украинский. Но детали этого украинского Крыма понимаются всеми по-разному. Лиза, у нас есть телефонный звонок из Керчи. Добрый вечер, представляйтесь и задавайте вопрос. Добрый вечер, пани. У меня вопрос госпоже Богуцкой. Можно задать? Конечно, задавайте, вы в эфире. Госпожа Богуцкая, вот я вот крымчанин, вы могли бы мне хоть коротко и ясно объяснить, какая все-таки генеральная линия у вашей фракции по возвращению Крыма? То есть, либо вы хотите убедить крымчан, что Украина лучше, чем Россия, либо вы хотите привлечь в них силы, чтобы под давлением этих высших сил вернуть Крым. Скажите, пожалуйста, наконец, четко и ясно. Спасибо за вопрос. Четко и ясно я вам отвечаю, что военного пути возврата Крыма нет. Ну, мы не рассматриваем такой путь. Мы понимаем, что военным путем вернуть Крым
это, скажем, создать горячую точку, где будут, может быть, не миллионы, но тысячи, десятки тысяч похороненных людей, и украинцев, и россиян в том числе, и это никаким образом не приблизит мир. То есть сам по себе мир это не приблизит. То есть наша позиция такая, что возврат территорий возможен после смены власти в России. При вот этой власти, которая сейчас есть, то есть я имею в виду там Путина, Шойгу, там Патрушева, Суркова и так далее, при вот этой власти в России, при их понимании ситуации в Крыму и в России в целом, при их отношении к Украине, ни о каких договоренностях с ними нет речи абсолютно, и тем более ни о каких там военных аспектах. То есть мы будем ждать, когда сменится власть в России, это первое. Второе, мы будем поступательно и делать движения для того, чтобы украинцы Крыма, жители Крыма захотели эмоционально поддержать вот эту связь с Украиной и вернуться в Украину. И я думаю, что все равно в любом случае этот период неизбежен. Это получится не так, как мы думаем. Если мы что-то уже продумали, оно все равно получится иначе. Ну, как правило, в жизни бывает так, ты можешь 100 вариантов успеха или неуспеха продумать, но абсолютно другой вариант в действительности произойдет. Поэтому то, что мы точно не хотим, мы не хотим войны, мы не хотим кровопролития, и мы понимаем, что с этой властью России, которая сейчас есть, никакие договора невозможны, и никаких абсолютно действий относительно деоккупации Крыма проводить не нужно, это бессмысленно, потому что это подвергнет риску огромную часть крымского населения. Лиза, перейдем к теме земли. Президент России Владимир Путин внес почти всю территорию оккупированного Россией Крыма в список территорий, которых землей не могут владеть лица без российского гражданства. Вот я знаю лично людей, которые живут в Крыму и имеют только украинский паспорт, ну и они сознательно отказались от российского паспорта и имеют массу неудобств, но на это они не обращают внимания. И что вы думаете по этому поводу? Как будете и ваша фракция, и вы, как депутат, возвращать территорию, землю украинскую? Ну, смотрите, во-первых, с точки зрения украинского законодательства, вся земля в Крыму – это украинская земля. У нас остается здесь право по закону об оккупированных территориях, пока еще по имеющемуся закону о свободной экономической зоне в Крыму есть возможность гражданам Украины, которые не дооформили свою землю в Крыму за этот период времени, ее здесь дооформить и получить право собственности на эту землю. Здесь, в Украине. Конечно же, мы понимаем, что это право собственности не будет действительным в условиях российской юрисдикции на территории Крыма. Но вместе с тем мы понимаем, что любые акты, которые сейчас заключает Россия в период оккупации, масса россиян, которые приехали, они и уедут точно так же, они вряд ли будут оставаться уже в новейшей крымско-украинской истории. Поэтому я пока не занимаюсь этим вопросом, я его пока от себя отпустила и жду, когда будет деоккупация, когда мы вернемся в Крым, и тогда мы будем поднимать все наши документы, которые здесь есть, в нашем геокадастре украинском, и тогда мы будем решать это по мере поступления проблем. А я напоминаю нашим зрителям, в эфире у нас народный депутат от фракции «Слуга народа» Лиза Богуцкая, и вы можете звонить нам по телефону из Крыма 8 800 10 06 926 и номер телефона для жителей материковой части Украины 044 490 29 05. Услышимся через несколько секунд. 21 сентября 2015 года вы впервые услышали «Радио Крым Реалии», а мы впервые вышли в эфир. Каждый день мы готовим новости, ток-шоу и авторские программы. И все потому, что крымчане имеют право знать.
И я напоминаю нашим зрителям, в эфире у нас Лиза Богуцкая, депутат от фракции «Слуга народа». Лиза, на своей странице в Facebook 5 мая вы написали: «Меня не покидает впечатление, что мы летим в пропасть с космической скоростью, но чувствуем себя прелестными птицами». Что вы имели в виду? Перелетными птицами. Перелетными птицами. Да, ну, я имею в виду как раз то, что я пока не вижу никаких таких победных, скажем, реляций относительно того, что делает парламент этот год. Я понимаю, что мы работаем над законами, я понимаю, что очень много мы приняли новых законов, приняли новых инициатив законодательных. Но для меня, как для, скажем, человека, который остается достаточно близок к людям, к народу, для меня очень важно не количество принятых законов, мне очень важно качество жизни людей. Каким образом эти законы влияют на людей? Стало ли им лучше или хуже? Раз вы сказали о законах, сколько, может быть, законопроектов принимаются, либо на стадии принятия по Крыму именно? По Крыму нет ни одного законопроекта. Более того, я вам скажу, что это не потому, что вот фракция «Слуга народа» не внесла ни одного законопроекта по Крыму. Но не было и ни одного законопроекта, который фракция «Европейская солидарность» внесла по Крыму. Даже по изменению 10 статьи Конституции, по изменению статуса Крыма, мы только вчера говорили о необходимости внесения все-таки этого закона, о необходимости изменения Конституции, с которой, кстати говоря, президент не спорит, и он поддерживает эту идею. Но я так думаю, что по всей вероятности все-таки есть вопросы, которые приоритизируются. И по всей вероятности есть мысли такие о том, что все-таки вопрос Крыма – это долгоиграющий вопрос. Это вопрос, который ни сегодня, ни завтра не решится, имеют достаточно долгие перспективы. Поэтому на сегодняшний день вносятся, наверное, так думают депутаты, что они вносят более важные законы. Но опять-таки, те законы, которые вносятся, многие будут начинать работать с 21-го, с 23-го и так далее года. То есть не сейчас, не сразу. Поэтому по Крыму мы готовили законопроект, и он у нас завис сейчас, это об отмене свободной экономической зоны в Крыму. Этот законопроект конкретно я готовлю и готовила. Он у меня сейчас завис по причине другой, по причине того, что я так думаю, что пока сейчас идут переговоры в Минском процессе относительно Донбасса, то мне так кажется, чтобы не напрягать историю сейчас с возвращением наших пленных, в том числе, которые, скажем, пойдут там 4-й волной или 5-й волной, это крымские татары, которые находятся под очень большими репрессиями, которые осуждены или которые находятся в судебном процессе в Крыму. И я каждый раз думаю о том, что любые сейчас законодательные акты по Крыму, они могут навредить ситуации, они могут навредить процессу обмена пленными, навредить процессу возвращения в семьи крымских татар. То есть, ну, чтобы... Я понимаю просто эту всю историю, я понимаю, как Путин на все на это реагирует. Я понимаю, что... Это может очень негативно сказаться на этом вопросе возвращения пленных. И раз вы уже начали вопрос возвращения пленных, я хочу напомнить, что 7 сентября 2019 года, то есть в прошлом году, когда удалось обменять Сенцова, еще 34 политзаключенных и военнопленных из российских тюрем, тогда президент заявил о скором обмене крымчан. Напомню, что большинство политзаключенных это составляют крымские татары и мусульмане. Давайте послушаем Зеленского і продовжимо з вами. Я гадаю, що у другому вже етапі ми будемо
серйозно працювати, і ми повернемо всіх наших людей, звільнимо. Я в цілому не говорю не про 3, не про 2, не про рік. Ми хочемо це робити дуже швидко. Лиза, это было выступление президента Украины Владимира Зеленского по поводу обмена, что будет вторым этапом. Но мы уже наблюдаем 4-й этап, да, планируется в мае. Как вы считаете, почему о возможной дате никто не заявляет, да, крымчан? В чем причина? Ну, переговорный процесс – это всегда очень сложный процесс. Это вопросы очень больших компромиссов. И всегда вступают здесь тонкие политические вопросы, то есть вопросы уступок, опять-таки вопросы международных каких-то судебных споров и так далее. То есть вообще, скажем, даже вопрос составления списков очень сложный. И мне так кажется, что, естественно, президент, нельзя даже представить себе, нельзя подумать, что президент приоритизирует этот вопрос тем, что нет, мы сначала будем вести обмен по Донбассу до последней капли крови, как говорится, а только потом уже перейдем к Крыму на когда-то. Нет, ни в коем случае таких никто приоритетов перед собой не ставит, просто это же не односторонний процесс. Мы же не можем написать этот список, передать и ждать наших людей. То есть этот список, он, естественно, очень тщательно просматривается другой стороной, то есть оккупантами Российской Федерации. И в это время от того, какие заявления идут от нас, этот список может быть либо утвержден, либо уменьшен. Вот последний обмен, насколько я знаю, он был перерезан практически наполовину, а то может быть и на 70%, то есть планировался возврат значительно большего количества людей. Поэтому я так думаю, что дипломаты занимаются этим вопросом, и мне кажется, что, опять-таки, никто не забыл ни крымских татар, ни, скажем, не только крымских татар, но и наших украинцев, которые находятся в Крыму, скажем, в местах лишения свободы или в Российской Федерации местах лишения свободы. Но, опять-таки, я не могу точно сказать, поскольку я не внутри процесса нахожусь. Я же высказываю просто свои мысли. То есть мне кажется, что вот так обстоят дела. Лиза, вы, говоря о компромиссе, и неоднократно, знаете, и правозащитники тоже заявляют о том, что когда вопрос касается политзаключенных крымчан, крымских татар и украинцев, которые живут в оккупированном Крыму, тогда звучит тема подачи воды. Не может ли стать именно вода тем инструментом, да, и тем требованием со стороны России, чтобы обменять, правильнее это, вернуть своих граждан в Украину? Ну вот это то, о чем я говорю, что Российская Федерация, она не просто тщательно смотрит, она следит за вот этими политическими процессами и следит за тем, как украинцы реагируют на те или иные вопросы. Но я думаю, что бессмысленно России ставить вопрос возврата воды за пленных в Крыму, поскольку Россия может поставить вопрос снятия санкций вообще на возврат пленных. Но мы прекрасно понимаем, что на возврат всех, кто находится в местах лишения свободы в Российской Федерации и в Крыму в том числе, мы же понимаем, что возврат пленных не поставит точку в процессе появления таких новых пленных. То есть мы понимаем, что репрессии относительно крымских татар не прекратятся с тем, что будет возвращена, ну, хоть какая-то часть уже осужденных. Мы понимаем, что этот процесс будет постоянным, то есть репрессии крымских татар будут постоянными. И поэтому идти на такие уступки, как подача воды в Крым, при том, что даже крымские татары, семьи крымских татар, людей, которые осуждены, их семьи говорят, ни в коем случае не идите на этот шаг. То есть мы понимаем, что это то, о чем Россия мечтает. Ну, например, мы подаем воду в Крым, они отпускают 30 крымских татар, и на следующий день арестовывают 100 или 150.
и на освобождение этих 100 или 150 людей они требуют снятия санкций, да? А потом требуют вообще отказа от Крыма, как от значит, территории, передачи ее полностью от Украины, России. То есть это бесконечный процесс. Поэтому, понимая это, я думаю, что украинская сторона не пойдет на вот, подачу воды в Крым, но будет искать какие-то другие компромиссы. И говоря уже о политзаключенных, хочу напомнить, что 19 февраля политзаключенный Николай Семена прибыл в Киев из аннексированного России Крыма. Он обозреватель Крымреалии, крымский журналист, которого российские власти обвинили в публичных призывах к нарушению территориальной целостности России за публикацию блокада необходимой первый шаг к освобождению Крыма. Этот материал вышел на сайте Крымреалии, после чего и начались репрессии в отношении журналиста, и подконтрольный России суд дал ему 2,5 года лишения свободы условно. Вы уже встретились с Николаем Семеной, Лиза? Общались с ним? Нет, я не встречалась, но мы дружим в Фейсбуке, и мы в Фейсбуке иногда переписываемся. Понятно. Я напоминаю нашим зрителям, что могут присоединиться к нам в эфир по телефону из Крыма 8 800 10 06 926 и номер телефона для жителей материковой части Украины 044 490 2905. Услышимся через несколько секунд. Команда «Радио Крым Реалии». Серьезная, веселая, оперативная, дружная, любопытная. Утром и вечером мы вместе с вами. А я напоминаю нашим зрителям, у нас гость эфира Лиза Богуцкая, депутат от фракции «Слуга народа». Лиза, хотелось поговорить и об информационной политике, так как вы являетесь членом Комитета Верховной Рады Украины по вопросам гуманитарной информационной политики. Какая сейчас информационная политика? Учитывая, что я хочу напомнить, что Украина закодировала, да, спутниковый сигнал телеканалов, и сегодня жители Крыма в аннексированном Крыму не могут видеть украинский продукт, украинскую информацию, да, не поддается. Что делать крымчанам? Ну, насколько я знаю, что на оккупированной территории, и на территории оккупированного Донбасса, и на территории оккупированного Крыма транслирует канал «Дом». То есть я имею такую информацию. Исключительно на оккупированной территории. И на, а как быть с другими украинскими СМИ? Ой, это больной вопрос и для Украины в целом, то есть это больной вопрос и для материка в целом. То есть были очень большие возмущения, конкретно от меня в том числе, прямо на комитете, когда решался этот вопрос. Я была очень возмущена, что как раз-таки каналы Медведчука, которые имеют абсолютно пророссийскую направленность, на которых транслируются в открытую российские передачи, и эти каналы остаются незакодированными, хотя именно они должны были быть закодированными и без, скажем, такой существенной оплаты они не должны были включаться. Тем не менее, вот случилось так, как случилось. Сейчас ищутся варианты для того, чтобы все-таки изменить ситуацию. И я скажу, что я такая не одна. Нас достаточно много людей, которые возмущены вот этой ситуацией с таким вот информационным прорывом. То есть механизмы сейчас разрабатываются, правильно? Да. И во время эфира вы также упоминали о национальной автономии, и мы также хотим отдельно поговорить об этом. Год назад вы сказали, что вопрос крымско-татарской национальной территориальной автономии должен рассматриваться не после деоккупации, а сейчас. Предыдущей власти это осуществить не удалось. Прошел год, почти год, да, после вашего заявления. Как вы можете оценить перспективы заявления в плане реализации их? Ну, смотрите, у нас есть очень такие сложные вопросы. У нас есть вопросы такие достаточно щекотливые, и то, что если этот вопрос будет вынесен на голосование в Верховную Раду, здесь однозначно понятно, что я за него буду голосовать. Но наберется ли необходимое количество голосов? В прошлой Верховной Раде, учитывая, что фракция Петра Порошенко была
если не самой крупной, да, то второй по крупности, скажем, да, то есть достаточно большая фракция, и представители Меджлиса крымско-татарского народа и Рифат Чубаров и Мустафа Джемилев были, скажем, в очень высоких, значит, близких к первым номерам, значит, фракции, да, тем не менее, и они имели к Петру Порошенко такие, скажем, очень тесные отношения, тем не менее этот вопрос не удалось провести через Верховную Раду, поскольку, как мне говорил Рифат Чубаров, нет голосов в Верховной Раде. А как вы думаете, нынешняя власть может довести этот вопрос до логического такого завершения и вот предоставить автономию? Тем более, зная о том, что ваша фракция составляет монобольшинство, да, 226 голосов уже есть. Ну, вот я вам расскажу чуть-чуть другую ситуацию. Сейчас вы знаете, что вчера президент назначил Михаила Саакашвили главой, значит, Рады реформ при президенте Украины, а до этого рассматривался вопрос его вице-премьерства по вопросам реформ. Так вот, учитывая, что президент внес эту кандидатуру, во фракции не нашлось достаточного количества голосов при предварительном обсуждении, чтобы провести эту кандидатуру вице-премьером. Поэтому президент пошел другим путем, когда не нужно согласовать тот или иной, ну вот конкретно этот вопрос, не требует согласования с фракцией или согласования в парламенте. И возвращаясь к автономии. Так вот, возвращаясь к автономии, я хочу сказать, что здесь может быть такая же ситуация, но здесь президент не может, вот как, скажем, в вопросе Саакашвили, да, он решил самостоятельно этот вопрос, в вопросе автономии это должно быть голосование, причем поскольку это внесение изменений в Конституцию, это должно быть 300 голосов. Даже не 226, а 300 голосов. То есть 300 голосов набрать достаточно сложно. Поэтому для того, чтобы этот вопрос был внесен в Раду, рассмотрен и принят, нужна серьезная разъяснительная работа. Она должна быть проведена. Вот сейчас мы в этом, значит, Минрегионе, на комитете регионального развития, когда будем рассматривать вопрос децентрализации Крыма, одним из очень важных вопросов будет стоять вопрос национально-территориальной автономии. Я думаю, что он будет поднят. Я думаю, что вполне может пройти законопроект об изменениях в Конституцию и вынесен в Верховную Раду. Но гарантий того, что он будет проголосован и наберется 300 голосов, таких гарантий нет, к сожалению. То есть я хочу сказать вот что огромное количество украинцев не понимают важности этого вопроса. И я вижу в этом все-таки историческую проблему, что достаточно длительный период времени через учебники истории и так далее внушалось и украинцам, и русским, но гражданам Украины, внушалось то, что крымские татары – это фактически сепаратисты, это люди, которые придут, оторвут Крым и так далее. В результате Крым оторвала Россия, крымские татары встали на защиту Украины и стоят на этом вопросе до сих пор, на вопросе крымско-татарской автономии только в составе государства Украина. Тем не менее, вот эта, скажем, историческая неправда, которая поддерживается очень многими гражданами Украины, и в том числе народными депутатами, а кроме того, то, что в парламенте все-таки есть большое количество пророссийски настроенных депутатов, которые ездят на переговоры к Путину в Москву и целыми делегациями туда выезжают, то мне кажется, что это будет очень сложный вопрос. Но вместе с этим это будет один из самых серьезных исторических вопросов для будущего и для истории Украины в целом. Лиза, у нас осталась 1 минута, и хочу вас спросить по поводу марша на Крым. Запланирован он был на 3 мая, но из-за коронавируса его отменили на неопределенный срок, но глава Меджлиса Рифат Чубаров, он заверил, что он обязательно состоится. Примете ли вы участие в марше?
И поддержат ли ваши однопартийцы, да, из фракции «Слуга народа»? Ну, я думаю, что не поддержат. И, наверное, я тоже не буду принимать в этом участие в этот раз в этом марше, поскольку если мы ставим вопрос о возврате наших пленных, если мы говорим о тех очень деликатных вопросах, которые могут затормозить эти процессы, то мне так кажется, мое такое мнение, что вот эти вот марши все, они могут искусственно затянуть вот эти вопросы. То есть Спасибо. Россия все это будет принимать как нашу такую агрессию по отношению к ней. Спасибо вам. Лиза Богуцкая была в эфире радио Крым Реалии. Она и депутат фракции «Слуга народа». А у микрофона для вас работала Эльвина Сидбулаева. Услышимся на следующей неделе. Оставайтесь, радио Крым Реалии.